советское время в бывшем совхозе Аяйра в селе Кохора росли различные сорта цитрусовых, которые славились отборными и вкусными мандаринами и апельсинами. Однако спустя годы территория практически превратилась в лес. В 2022 году предприниматель София Бигвава начала возрождать на этой земле цитрусовую культуру, взяв в аренду у государства сроком на 25 лет 300 гектаров. Сегодня здесь высажено до 10 тысяч корней цитрусовых. К тому же, по словам предпринимателя, саженцы, которые планируется высадить в следующем году, не будут где-то закупаться. Их возьмут уже с собственного сада. Мы сами их выращиваем, и в будущем можно сделать такой парник, и здесь можно будет приобрести даже кому-то, кто захочет, лучший качественный мандарин, саженцы, да, питомник. Вот 10 тысяч корней мы там высадили, они сейчас вот такие маленькие. 10 тысяч корней? Да, трифулята, на который потом насаживается уже. А когда вы их высадили? Мы в апреле посадили этого года. Потому что мы их закупили у местных жителей саженцы, уже двухлетники. Вот, и посадили сейчас несколько видов мандарин и лимонов. На 300 гектарах посадят мандарины, апельсины и лимоны. Уже высажены карликовые мандарины. Ждут своей очереди апельсины, для которых сейчас подготавливается почва. С одного дерева карликового мандарина можно получить до 10 килограммов урожая, отметила София Бигвава. Планируется посадить и фихуа. Далее президент направился в бывший совхоз Кохора, который также в советское время славился своими культурами. С 2019 года Илана Джопова выращивает здесь голубику. Выращивание данной культуры – это кропотливый труд, и он дал свои результаты. Сегодня кохорская голубика реализуется не только на абхазском рынке, но и успешно на российском. В зависимости от сорта цены на голубику разные – от 350 до 700 рублей за килограмм. Если себестоимость закладывать, на сколько лет вы так это? Себестоимость вместе со сбором, с уходом, он обходится в 370 рублей один корень. 1 килограмм? Я как один корень считаю, Владимир Георгиевич. Один Я корень. считаю, а сколько его корень дает килограммов? Ну, в этом году некоторые 3. 2 килограмма дали, некоторые 3 дали, кто-то 500 180 рублей на 1 килограмм. Да. Хозяйство освобождено от экспортных пошлин и от НДС. Платится только налог с заработной платы и аренда земли. Урожай голубики в прошлом году составил 7 тонн, в этом году 14. По словам Иланы Джопова, планировали вырастить до 35 тонн ягод, но помешали погодные условия. Во время сбора голубики на плантации в день работают до 160 человек, все местные жители. Сбор голубики начинается в мае и продолжается до середины июля.